День Башкирского государственного театра кукол на телеканале «Башкортостан-24» продолжается. И сегодня у нас в гостях в программе «Культура Башкортостана» потрясающие актрисы. Это Виктория Щербакова, заслуженная артистка Республики Башкортостан, актриса и режиссер, и Екатерина Кочурова, актриса Башкирского государственного театра кукол. Здравствуйте, милые барышни. Здравствуйте. Хотелось бы, наверное, первый вопрос к Виктории адресовать, потому что все-таки, наверное, затянувшаяся премьера спектакля. Когда же состоится премьера спектакля «Живи», посвященный 75-летию Победы? И о чем постановка? Какой она была для вас и почему именно эта постановка? И почему именно вы? Да, столько вопросов сразу. Во-первых, когда выйдет, мы пока точно не знаем. Ну, наверное, в этом году до Нового года календарного не выйдет, я так думаю. Ну, то есть, наверное, все-таки ко Дню Победы, да? Весной, где-то в апреле месяце, наверное, где-то вот тогда. Вообще, естественно, это же для всех великий праздник был, 75 лет Победы. Случайно вот так получилось, что вот совпало с такой тоже страшной вещью, вот этой пандемией, которая во всем мире. Но все, естественно, готовились, и мы начали тоже готовиться заранее к этой дате. И когда возник вот вопрос, и у меня просто почему-то внутреннее желание такое возникло, вот я захотела поставить спектакль вот об этих событиях. Во-первых, я так думаю, мне это близко, потому что у всех у нас дедушки, бабушки, тети, дяди, все вот это. Да, у каждого своя история. У меня у самой дедушка прошел 2 войны. Вот, и финскую, и отечественную. И тоже мне это настолько близко было. И вот, скорее всего, из-за этого тоже, ну, прям вот, я не знаю, внутренний какой-то такой вот порыв у меня был. Хочу и все. Даже я вот не знаю, интуитивное какое-то такое желание. Вот. И, естественно, я не знала, не понимала, думала, ну, а как вот, хочется же со зрителем выйти к нему и честно говорить, что можно поставить, как. Тем более мы планировали вот этот спектакль ставить на начальную школу для детей младшего школьного возраста, ну, где-то, предположим, там, с 1 класса по 7. Вот как им преподнести события того времени? Просто вот, ну, непонятно. Мы решили писать специально пьесу. Вот нам помог в этом Роман Сванидзе, драматург, он живет в городе Сарове. Я с ним знакома очень хорошо, и он тоже заканчивал кукольное отделение в свое время, он потом, значит, Литинститут в Москве, и он понимает специфику театра кукол в первую очередь. И, естественно, у меня с ним какая-то некая такая связь внутренняя, что мы понимаем друг друга, и мы вот смогли найти общий язык. Долго искали материал. Из пальца высасывать неохота было, потому что хотелось честно все рассказать. И все-таки остановились на книге Светланы Алексеевич «Последние свидетели» или «Соло для детского голоса». И вот по этой книге написана наша пьеса. По мотивам, потому что там много всего мы сами привнесли, у нас очень много там знаков каких-то. Ну вот не в лоб такая вся история. Основной персонаж у нас ангел. В живом плане актриса играет ангела, который прилетает к нам на землю, но это не ангел смерти, там что-то такое, а ангел, который сопровождал детей во время войны, который помогал им жить. То есть вот такого плана. И книга Светланы Алексеевич вообще поставлена вся на том, что это воспоминания, реальные воспоминания людей, которые во время войны были детьми. И это, ну, действительно такая страшная вещь. И когда написалась пьеса, и мы с ребятами читали ее, первый день, ну, первые дни, первые недели, мы не могли читать ее спокойно, все плакали просто. Вот, ну, там такой текст потрясающий. То есть мы там из книги брали какие-то куски, даже вот, просто потому что хотелось именно реальных людей, которые все это прочувствовали на себе. И там возраст детей от 3 до 10 лет. Вот такого плана, люди, которые были вот в этом возрасте во время войны. И мы, опять же, у нас там, значит, на сцене как символ жизни это дерево. На дереве
некие предметы из того времени. И вообще вот дерево — это как такое место памяти. Мы придумали для себя, что ангел спускается с небес на землю, вот на это место памяти, чтобы нам, зрителям, рассказать историю былых времен и как эти дети, несмотря ни на что, выжили, жили и до наших времен дожили. И сейчас мы должны не допустить этого. Вот об этом как бы вся история. И у нас очень интересно, у нас соединено много всяких вещей. Там, значит, и видеоконтент есть. У нас специальная сетка натянута. Ну, вы, наверное, помните, в Мустакариме вот у нас такой же прием был. Да. Вот. И во время и документальные кадры, и совмещение и кукол одновременно с документальными кадрами, и живого плана. В живом плане у нас вот только ангел. Все остальное мы артистов не видим. Куклы. Только куклы, да. И это в такое, даже вот это невозможно определить жанр нашего спектакля. Это такая поэтическая история, может быть, даже эссе, наше вот какое-то восприятие той жизни. Мы не говорим о конкретных людях. Мы рассказываем, насколько плохо было детям, которые тогда очутились в такой ситуации. Потому что у нас, значит, сначала мир, у нас тоже такой спектакль. Да, беззаботное детство. Причем мы придумали, что мир — это вот, цирк. Цирк на тот момент для детей, что самое яркое? Это кино, цирк. Какое там счастье было, и как потом люди выходят, и дети не понимают, что происходит. Какая там... началась война. В общем, начинается война, и дальше разворачиваются уже все вот эти события. И еще у нас очень такая, мне кажется, такая классная такая вещь. Ангел у нас не разговаривает. У нас замечательная такая артистка есть, Надежда Беззубова. Может быть, вы слышали? Она владеет многими инструментами. И вот у нас ангел говорит голосом музыкального инструмента. В данном случае это виолончель. У нас настоящая виолончель, и она вживую почти весь спектакль играет на этой виолончели, сопровождая события, происходящие у нас на сцене. Саму музыку, партитуру нам вот просто потрясающий композитор Влад Саватеев написал. Он уже несколько спектаклей с нами работал, но это просто, вот я не знаю, гимн какой-то жизни. Вот вся эта история, что вот он написал, там прописано настолько вот чувственно все чувства переданы вот через музыку, я не знаю. То есть у нас вот музыка, непосредственный участник всего происходящего на сцене. Ну вот как-то так. Что еще? Ну да, вот видеоконтент. Художник, у нас постановщик всей композиционной истории, сценографии, куклы. Главный художник нашего театра Андрей Волков. Артисты замечательные у нас играют. Айрат Акрамыч Ахмедшин, как вы уже знаете, да, народный артист России. Виталий Александрович Щербаков, Рамиля Кубагушева, Татьяна Кузьменко, вот Надежда Беззубова, Александр Верхоземский, и, который сейчас, кстати, тоже, его можно поздравить, ему недавно дали тоже заслуженного артиста Республики Башкортостан, и молодая наша артистка Надежда Прошина. Вот. И, знаете, я вот говорила про символы, которые в спектакле, вот символы, значит, как жизни, чего-то такого, голос вселенной, вот эта виолончель у нас была. Потом в спектакле есть «Золотая рыбка», которую взывают дети. А золотая рыбка для детей — это исполнитель желаний. Ну, то есть вот такие вот символы. Потом старая швейная машинка, которая сопровождает тоже в спектакле какую-то историю, потому что мы помним, что во время войны тоже люди шили, там еще что-то такое. Очень много там всего происходило. Потом, значит, у нас есть венский стул, который тоже очень интересная история. Этот стул у нас появился, принесла нам артистка наша, Татьяна Кузьменко, которая тоже играет в спектакле. Это стул ее дедушки, который во время войны тоже прошел Великую Отечественную войну, и это его стул, с которого, значит, вот он. И так получилось, что она озвучивает мальчика Сережу, а дедушку у нее звали тоже Сережа. И вот, ну, как-то вот такие вещи. Потом у нас много детских голосов звучит еще в спектакле. Мы собирали детишек, кастинг у нас был, мы приглашали, и они
озвучивали нам многие вещи, которые вот, ну, это как бы дети из прошлого нам рассказывают, и периодически, ведь еще не просто соло для детского голоса, и вообще хотелось такую полифонию голосов каких-то, и взрослые голоса, и голос души, голос ангела, и детские голоса, и их ну, какая-то внутренняя чистота, чтобы не хотелось, там нет слез, понимаете? Там никто не рыдает из детей, мы не выбиваем специально слезы, мы настолько, ну вот хотелось изнутри показать всю историю и чувство этих детей, что вот из зала смотреть тоже тяжело, понимаете? Ну, в общем, да, и вот эти детки у нас, мы их приглашали, с ними беседовали, они у нас все в программке присутствуют, да, кто помогал нам озвучивать вот спектакль. Спектакль, сама постановка очень интересная. Нам было всем интересно в ней работать. У нас было такое прям вот содружество, и очень жалко, что мы не можем, вот, ну, как хорошо яичко ко Христову дню, такое есть выражение. Нам, конечно, очень хотелось вот вовремя все это показать, но, к сожалению, вот мы смогли какую-то сделать там, мы сделали сдачу спектакля, когда у нас еще, ну, вот такой вот не совсем оформившийся был спектакль, ну, там, недописанные куклы, так, техническая часть не до конца была завершена, а дальше мы уже, когда вот вышли из пандемии, мы его смогли немного, ну, так, записать, что смогли. Конечно, вживую его смотреть лучше, потому что там вот сочетание всего. И, знаете, там ведь у нас ни трупов нет, ни крови как таковой. Это все документальные кадры есть, но там нет этого. Потом все через свет, через музыку, через какие-то фотографии, слайды. Вот у нас это все тоже присутствует. И, Ну, в общем, наверное, это вот сейчас все, что вы рассказываете, я так понимаю, что, наверное, это основная цель любого театра. Ведь, как говорят многие режиссеры, не все, что в жизни нужно нести на сцену, и поэтому вот этот символизм, какие-то да, знаки, да, я наверное, согласна. более доступны. Я на самом деле была уверена, что это спектакль для взрослых. Я бы хотела сейчас обратиться к Екатерине. У нас вот здесь представлены куклы, это как раз спектакль для взрослых. Это представители взрослого репертуара, это Да. представители спектакля «Тысяча и одна ночь». Спектакль для нашего театра один из свежих, вот, который мы с удовольствием всегда показываем нашим зрителям. Спектакль непростой, потому что сам материал очень необычен. Работаем мы, знаете как, и монтировщики, и артисты, и все мы делаем сами внутри. То есть мы настолько все это разыгрываем мобильно, вот, что 1,5 часа действия на сцене, они у нас пролетает вот на одном дыхании. Незаметно, да? Абсолютно. Но мы только выходим потом и выдыхаем, потому что вот очень такой у нас закрученный сюжет. У вас тоже интересная история, если говорить о символах, каких-то знаках. Какой состав будет играть 3 октября, да? Да, Шестого. сейчас 6 6 октября у нас мы планируем спектакль. Дело в том, что сейчас у нас мы не просто его репетируем и вспоминаем, у нас сейчас тройной ввод фактически, потому что 2 наши актрисы ушли в декретный отпуск, и смена у нас молодого человека, нашего главного героя. Мы сейчас вот такой делаем тройной ввод, и так как у нас этот спектакль ставил Петр Васильев, приезжий режиссер, без режиссера вот так вот вспоминаем, смотрим видеозаписи. Вот Виктория фактически взяла это на себя, потому что это очень тяжело и самой быть актрисой, и со стороны все это вспоминать, режиссировать и подсказывать молодым ребятам, которые сейчас вводятся. Вот. Можно сказать, ну, в какой-то степени это мы по новой вообще его для себя ставим, потому что мы его давно не играли. Вот, и сейчас, в общем, ну, новое дыхание, в общем-то, у нас идет. Ну, дай бог, хочется, наверное, пожелать, чтобы это новое дыхание, возможно, что-то появится еще и новое. Ведь спектакль – это живой организм, который живет.
недавно я слушала интервью Константина Аркадьевича Райкина, который говорил, что нельзя фиксировать первые премьерные спектакли. Нельзя. Мы живем Конечно. и раскрываемся только к Абсолютно. 20-му, к Да, 25-му Даже не то, чтобы там к 25-му. Можно сказать, что, знаете, как Постоянно. каждый спектакль, спектакль. он новый. У нас не бывает двух одинаковых спектаклей. Даже если мы в один день играем два спектакля, Мгм. допустим, в 10 утра и в 12, они будут абсолютно разными. Абсолютно. В этом, наверное, прелесть нашей профессии, потому что, ну, каждый раз по новой, каждый раз с новыми ощущениями. Сегодня у меня так получилось, завтра у меня так получится. Прелесть в том, что партнеры подхватывают и ведут линию общую уже, сплетая. Вот каждый раз у нас новый веночек у нас получается. Цветы абсолютно разные. Вроде бы как сюжет один, но все равно у нас каждый раз по-разному все это. Вот, чуть быстрее, чуть медленнее, чуть энергичнее. Там где-то вот бывают казусные моменты, как кто-то текст забыл, что-то упало во время спектакля. Это все это придает абсолютно новый ракурс любому Каждый спектаклю. спектакль зеленый практически. Абсолютно, абсолютно, да. Если говорить о цветочках и веночках, в этом году можно сказать, что вы засеяли некий свой цветник, и Башкирский государственный театр Да. кукол открыл целевой набор в Институте искусств имени Загира Исмагилова. Абсолютно. Вы верно. обе присутствовали на отборочных испытаниях для будущих актеров-кукольников. Наверное, не все зрители знают, что помимо актерского таланта, да, какого-то дара свыше, у актеров еще должны, если это и не изменилось, и я могу сейчас ошибаться, какие-то нужны еще физические потребности, правильно? Какие-то физические требования для актера-кукольника. Какой был отбор, какова была география будущих студентов, да, в то время абитуриентов? Какие приезжали дети? Так это всегда интересно. Кто они, будущие актеры театра кукол? Знаете, для себя открывали новых людей, новое поколение. Мгм. Дело в том, что театр ведь действительно это же абсолютно живой организм. Мы все работаем уже не первый год, чего-то мы набираемся, что-то у нас уходит, какие-то там нюансы. Но что постоянно в театре, это потребность в свежем дыхании, вот, в новой Мгм. крови, в новых мыслях, в новых видениях каких-то. И очень приятно, что в этом году у нас новый набор произошел. Да, артист, он должен быть не только талантливым, не только с правильной дикцией, с хорошей фигурой. Для нашего театра очень важна физическая подготовка, потому что кукла, она не всегда стоит на столе или на полу. Очень часто мы держим куклу на руках, а кукла у нас бывает порой до 5 килограмм. Мгм. Приходится не просто 45 минут держать куклу, как говорится, над головой. Ее надо озвучивать, ее надо оживить, чтобы она не просто у нас была мертвым грузом. Поэтому обязательно сейчас, когда мы смотрели на поступающих ребят, мы оценивали их физические данные. Тут должно быть и музыкальное какое-то чувство у человека. Рост учитывается? Рост учитывается обязательно. У нас поступил молодой человек с ростом 1,84 м. Да. И вы удивительно. Ну, он мальчик, ему можно. Ему можно, Ему да. Это можно, да. как и во всех театральных цехах Да, и для и мальчиков у нас танцевальных, у особые мальчиков критерии, мальчики да. нужны. Да, Но у конечно. мальчиков тоже, вот таких высоких, им приходится Им- работать на Им полусогнутых трудно, ногах. да, потому потом что свои сложности за уже. определенной ширмой по высоте надо расположиться так, чтобы и самого не было видно, и чтобы партнерам было комфортно, Мгм. чтобы с куклой. То есть это тоже своего рода такое препятствие будет обязательное. Вот. Но я думаю, что мы все преодолеем. Ребята, которые поступали, в этом году оказались в непривычных для себя условиях вступительных экзаменов. Ведь они отсылали онлайн свои программы, Мгм. записывали. И то, что мы видели на экране, это одно. А потом, когда уже мы с ними встретились вживую, они к нам приехали в театр, мы посмотрели на них, мы послушали их. Причем мы думали, что кто-то еще раскроется, когда одно дело, когда онлайн, а когда Мгм. вживую между Вживую, да, собой. глаза Да, в глаза. это по-другому, Но, конечно. к сожалению, мне кажется, нет. Пока они стеснялись, они были очень такие закрытые для нас. Но я надеюсь, что 4 года обучения для тех счастливчиков, которые прошли, я думаю, дадут им возможность раскрыться, дадут им возможность почувствовать в себе какие-то силы,
чтобы потом прийти с этими силами в театр, влиться в коллектив, дополнив наш коллектив вот свежим дыханием. Мы очень надеемся, что ребята сумеют вобрать все, что мы им дадим за 4 года, и мы будем сотрудничать с ними. Да? Мы очень ждем новых ребят. Ну и тем более мы же планируем, что они уже где-то со 2-го курса начнут хотела об приходить к этом нам спросить. в Да. театр, помогать на каких-то постановках, возможно. То есть практика начнется у них рано. Да, рано. Поэтому это- хочется, чтобы вот они приобщались именно через практику. Ну, мы все через это проходили, потому что когда мы Ну, были студентами, со учитывая- 2-го курса уже мы тоже нас вводили в спектакли, мы все ходили, мы смотрели, нас отправляли на гастроли. То есть прелесть актерской профессии – это не просто обучение в аудитории, в институте, это тесный контакт с непосредственным коллективом, а тем более ребята не просто абстрактно поступили, а это целевой набор. И, Они знали, куда да, идут они уже. понимали, куда они идут. Они сейчас вот пока на дистанционном у нас периоде находятся. Но очень надеемся, что, как говорится, они вовремя приоткроют этот уголочек занавеса, заглянут и останутся в театре, потому что уже хочется их внедрять уже вот так, чтобы они понимали, что они делают и как они делают. Может быть, кто-то поймет, что это не его дело и успеет вовремя сделать шаг в сторону и выбрать себе другую специальность. В жизни всякое бывает, но мы очень надеемся, что те, кто все-таки сейчас оказались у нас вот в числе наших студентов, дойдут до конца и будут с нами. Кто является художественным руководителем курса, и будут ли актеры из вашего театра постоянно курировать, помимо того, что во 2-м курсе они придут на практику, а до 2-го курса будут ли, ну, сейчас пока все дистанционно, а когда начнется все-таки общение и контакт, планируется ли из театра постоянный контакт Ну, со руководитель студентами? курса у нас Ольга Юрьевна. Да. Шарафутдинова. Да-да-да, Шарафутдинова, Шарафутдинова да? у нас Сама же выпускница этого здесь, учебного она, заведения. Да. И Она также была и еще- нашим педагогом в свое время тоже, вот так же вот, как вот есть определенный руководитель, и артисты театра помогают, внося каждый свою какую-то свою лепту, внося. Здесь я буду уверена, что будет то же самое. Ольга Юрьевна – это основной мастер, и будут артисты, которые будут помогать контролировать какие-то участки, брать на себя вот какие-то определенные задания, выполнять с ребятами. То есть, конечно, Ольга Юрьевна не одна будет тянуть вот эту махину. Ну и возможно, что дипломный спектакль будет поставлен не Конечно. только в учебном театре, но и Да, показан на Обязательно. сцене. И Да. я думаю, что не один дипломный спектакль, потому что, как правило, это 3-4 спектакля Ну, сколько набирается. выпускников, да. Не то чтобы сколько выпускников, а за 4 года все равно накапливается определенная работа, и то, что ребята уже будут включаться в общий процесс театральный, конечно, это даст им возможность иметь не одну дипломную работу, не только кукольную работу. Ведь у нас готовятся артисты не исключительно с куклой. Это артист-кукольник, это актер широкого профиля. Драма для нас Драматический как-то театр, музыкальный театр. абсолютно Синтетический пластика, просто да. То есть артисты. артисты театра кукол это синтетические актеры, которые могут все. Ну, Могут должны, во всё. всяком случае, Ну, уметь все. По идее так. Поэтому Стараться. очень надеемся, что наши новые ребята покажут много интересного нам. География студентов, поступивших, это только Уфа? Нет, не У нас только. девочка из Ижевска. Из Ижевска. У нас Из района из поступали какого-то. со всех городов республики были ребята и поступили, и пробовались, кто Ну, в кто основном из отсеялся. Башкирии. Из набережных Челнов были, и вот из Ижевска поступила, еще откуда-то приезжали, ты сейчас уже всех не запомнишь. Вот. Но, то есть, приятно, что вот думают об Уфе и пытаются пробиться сюда. Я хочу вас поблагодарить за беседу. Спасибо, безумно приятно с вами общаться. Ну, вот какая-то у нас вот такая давняя любовь с театром кукол. Во-первых, потому что, наверное, вы ищущий, постоянно ищущий. И всегда меня удивляло, что вот я сегодня на пресс-конференции не зря задала этот вопрос. Вот эти эксперименты, когда дают возможность актерам еще проявляться режиссерски. А тут вы еще и за собой еще новое поколение, а еще и в перспективах появятся детские студии. То есть, Да. дай бог, что так и было.
наконец-то, чтобы был ремонт в вашем Ждем театре и очень долгожданный. надеемся, да. И чтобы этот мир сказок действительно был вот миром сказок для каждого зрителя, который к вам приходит. Мне кажется, в большей степени взрослые с огромным удовольствием приходят в ваш театр, а потом уже своих детей Ну, ведут, это так, потому что это это правильно. погружение Мгм. Так туда, и есть, куда мы сейчас конечно. в нашей жизни уже практически не смеем, только мы же идем повторно в первый класс, в детский сад, только благодаря нашим детям. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое.